Самое главное, что нужно знать, чтобы сохранять свое здоровье, это знать свою собственную природную конституцию. Некоторые люди по своей природной конституции, люди типа ветра, некоторые слизи, некоторые желчи, некоторые сочетанные или объединенные по два, но у каждого из них есть своя природная консистенция, в которой так называемая конституция здоровья. Если человек нарушает питание или образ жизни, или еще какие-то условия, обстоятельства, именно по этой причине и возникают болезни. Поэтому в первую очередь больному необходимо знать свою конституцию, свою природную конституцию. Если говорить о первопричинах, чтобы не заболеть, то это, конечно, нужно быть внимательным в питании и образе жизни, уделять внимание питанию и образу жизни. Значит, что-то относится к правильному питанию и образу жизни. В данном случае речь идет о том, чтобы использовать продукты, которые по своей природе ничем не отличаются от природных аналогов. Если вы покупаете какие-то соединения, которых в природе не существует, то есть каких-то продуктов, которых в природе не существует, такого рода вещи очень опасны для организма. Например, генетически измененные продукты, например, продукты, в которые бросили улучшители вкуса, например, продукты, в которые бросили консерванты, чтобы он не портилось. Все эти продукты никак не связаны с продуктами, которые существуют в действительности своей, по своей природной сущности. Вот от таких продуктов стоит отказываться, потому что там уже происходит некое изменение самого продукта, самого элемента. Если же мы едим то, что по природе принадлежит природе, то взаимодействие между элементами внутренними и наружными происходит грамотно. И тогда болезни не накапливаются, а которые накопились, очень быстро можно будет истощить. Настали времена, когда появились новые типы болезней, которых раньше не было, которые слабо описаны в источниках. Например, гинекология очень сильно изменилась. Сейчас появились болезни, которые крайне сложно лечить, очень сильно изменились. Болезни, связанные с опухолевыми процессами, появилось огромное количество разновидностей рака, тяжелого рака, не способного вылечить такой тип заболевания. Причина всего этого, я думаю, заключается в том, что появились некие новые продукты, новые химические элементы, которые добавляют в продукты и употребление которых приводит именно к отравлению организма. К тому же появились новые продукты, где смешиваются два типа продуктов, которые не соответствуют смешению, так называемые неподходящие продукты, а именно они дают возможность не перевариться пищи и порождается так называемый яд, происходит интоксикация, отравления организма. И вот по причине подобного рода продуктов, употребляемых человеком, появляются новые, а старые ухудшаются, переходят в другой разряд, более тжелый. И здесь очень важно, то есть сами потребители продукта здесь уже не являются основополагающим лицом. Здесь важно говорить о нравственности тех людей, кто производит эти продукты. Директора заводов или люди, которые пытаются создать подобного рода предприятия, которые будут производить эти продукты, которые будут отравлять живых существ. Им нужно отказаться от такой работы, либо делать ее честно и правильно. Люди, которые торгуют этими продуктами или торгуют продуктами, которые закончили срок своего хранения, они все равно перебивают надписи и стараются снова продать продукт. Им необходимо отказаться от подобного рода работы. Но это связано с нравственностью тех людей, которые продают и изготавливают эти продукты. Когда говорят о неподходящих продуктах, так называемые неподходящие, несоответствующие продукты для питания, речь идет о том, что после отравления у всех наступает индивидуально. Некоторые могут отравиться или получить такой тип отравления, интоксикации за один прием, за 5 дней, за 10 дней, а некоторым необходимо для этого годы, для того, чтобы это изменилось. К тому же, к этим продуктам, я не сказал, хочу добавить, это продукты, которые связаны, полуфабрикаты, так называемые полуфабрикаты. В один день, скажем, в субботу-воскресенье, их приготавливают в большом количестве, затем замораживают в холодильниках или остужают в холодильниках, а потом в течение недели, с понедельника по пятницу, продают слегка разогрев. Такая продукция также является несоответствующей, порождает несварение, порождает
изжогу, дискомфорт в желудке и может приводить к тем последствиям, о которых я говорил. Потому я и говорю, что в первую очередь для того, чтобы человек сохранял свое здоровье, ему необходимо следить за питанием. За питанием нужно следить в первую очередь. Если пища долгий промежуток времени пролежала в холодильнике, если пища постарела или испортилась, такую пищу есть ни в коем случае нельзя. Нельзя есть, кушать нужно всегда малыми порциями приготовленную новую, свежую пищу. Нельзя есть за один промежуток времени съедать огромное количество пищи, а другое время находиться в состоянии голода. То есть существует мера принятия пищи, количество, мера принимаемой пищи также сюда относится, это тоже важно, насколько желудок будет заполнен. Если сказать о правильном образе жизни, то здесь также образ жизни напрямую связан с конституцией человека, с конституцией пациента. Нельзя долгий промежуток времени ничего не делать или долгий промежуток времени истощать себя в тяжелой физической нагрузке, мало спать, например, спать 6 часов. Дело в том, что образ жизни напрямую связан с мышечной и кровеносной системой, и о том, как, по той причине, как человек себя ведет в тот или иной промежуток времени, будет зависеть его движение крови, его развитие мышечное и так далее. Нельзя, чтобы он долго отдыхал или много беспамятно работал. Если говорить о сне, то лучше всего, если пациент будет спать по 8 часов в сутки. И спать нежелательно в течение дня, особенно днем, речь идет о сне ночном. Если люди мало спят ночью выполняют какую-то работу, мало спят, а утром досыпают или днем досыпают, и на вопрос, почему они ведут такой образ жизни, они говорят о том, что да привыкли уже, все нормально. На самом деле это обманка, которая может привести к нарушению в теле. Дело в том, что в принципе человек днем, утром, то есть с восходом солнца бодрствует, с заходом солнца успокаивается и ложится спать. Когда он был маленький, человек всех вынашивает матери. В большинстве случаев они привязаны к тому образу жизни, который существует, то есть классическому природному образу жизни. Человек потом, когда вырос большой, он может поменять свой образ жизни, привыкнув к тем или иным положениям. Но это не природные вещи, и они совершенно точно будут отражаться отрицательно на здоровье человека. Есть такое странное течение в больших городах, умозаключение, что вот сейчас я еще поработаю, накоплю денег, а потом буду жить счастливо. На самом деле, пока он трудится, он не понимает, что спит помалу, ест, что придется не вовремя, в малом количестве, спит очень мало, в основном работает, чтобы заработать эти деньги. В этот промежуток времени происходит истощение тканей тела, в этот промежуток времени и накапливаются, болезни появляются и накапливаются. И в конечном счете, когда деньги у него уже есть, он начинает тратить их для того, чтобы вернуть свое здоровье в то положение, которое у него было, чтобы избавиться от болезней и стать снова здоровым. И в конечном счете деньги, которые он накопил за промежуток времени, могут закончиться, а здоровье так и не вернется. Поэтому это относится к очень тупому образу жизни, который ни в коем случае нельзя придерживаться. Сейчас, пока есть эти обстоятельства неразрушенного тела, необходимо правильно питаться, правильно спать, то есть вести правильный образ жизни. Считается, что самый хороший образ жизни – это спокойный образ жизни тела и спокойный, удовлетворенный образ жизни сознания. Это наилучшее. Когда говорят об образе жизни, связанном с сознанием, то мы можем говорить в соответствии со своей религиозной системой. Это состояние сосредоточения или медитации. Она очень хорошо успокаивает сознание. Если же люди ни во что не верят, если они атеисты или придерживаются каких-то знаний религиозных, в которых нет состояния сосредоточения или медитации, это не столь важно, не столь главное. Дело в том, что сознание может отдыхать разными способами, разными условиями. Например, необходимо человеку сесть в приятном месте, расслабить свое сознание, спокойно, находиться в спокойном состоянии тела и не думать о тех проблемах, о тех желаниях, которые его обуревают в течение жизни, в течение суток, которые все время ему создают новые и новые мысли, он их думает, и ум его не устает. И вот это состояние определенного отказа от такого рода мыслей создаст возможность и сознанию отдохнуть. Поэтому не обязательно придерживаться какого-то религиозного воззрения, чтобы отдыхало сознание. Подобного рода отдых и есть отдыхом сознания. По этой причине и выделяются две вещи. Спокойное состояние
состояние тела и спокойное состояние, связанное с умом. Вот они два являются тем фундаментом или основой здоровья. Поэтому, если говорить о том, как быть человеку здоровым, ему необходимо много учиться, потому что у каждого свой путь, путь здоровья свой, индивидуальный. Невозможно дать одну рекомендацию, которая бы подходила всем. По этой причине именно знание даст возможности человеку сосуществовать в этом мире именно здоровым человеком, не порождая в своем теле и сознании болезней. Поэтому необходимо учиться получать хорошие знания относительно медицины.